специалист. Белорусский государственный университет физкультуры. Прямо сейчас начнется пара. На первый взгляд она ничем не выделяется. Вот только ведет ее Михаил Ильич Цейтин. Живая легенда белорусского и советского спорта, потому как почти 90 лет неразрывно с ним связан. Я жил в Горках, в Могилевской области. И там вообще такой спортивный городишко. И я помню, что вот прошел фильм «Знак Зера». И там вот этот Зера проявлял фантастическую ловкость. И нам, вот мальчишкам, всем очень понравилось. Мы стали строить сооружения у себя дома, там кольца, перекладины. Во времена юности Михаила Ильича молодыми спортсменами двигало не алчное желание поскорее разбогатеть и даже не желание заполучить в свой послужной список как можно больше медалей. Люди просто любили спорт. Был самый настоящий культ здорового образа жизни. Наверное, в середине прошлого века огромное количество имен советских спортсменов могло быть на слуху у всего мира. Но судьба распорядилась по-другому. На слуху у всего мира была Вторая мировая война. Когда началась война, мы в это время готовились к параду физкультурному в Москве. Нас сразу построили и говорят так: кто хочет воевать, в 2 часа дня соберитесь в институте во дворе. А кто хочет продолжать учебу, добирайтесь в Москву. Ну, я, конечно, выбора другого не было, я пошел сразу на фронт. В годы самой кровопролитной войны в истории практически все спортсмены Советского Союза сражались уже не на спортивных площадках, а в боевых окопах. И футболисты, и хоккеисты, и гимнасты на эти страшные годы стали участниками одной огромной баталии. На карту тут было поставлено больше, чем просто честь. Жизни людей и независимость своей страны – вот за что велась борьба. Впрочем, спортивная подготовка даже на войне решает многое. Первый раз, когда я в этом убедился, когда мы в отступлении форсировали Сош, реку Сош. Я не помню, какого города. Река была красная от крови, потому что многие не умели плавать. А самолеты на бреющем нас расстреливали буквально кошмар как. И вот там я почувствовал, что значит хорошая подготовка физическая. На войне, вот, может быть, где-то в перерывах были вот разговоры о спорте, как-то... Вы знаете, я вам скажу так, на войне тоже, значит, когда были минуты такие, передышки, когда заходил разговор, самая любимая тема разговора – это был спорт. И как только начинался разговор о спорте, все делаются родными. Спорт был с Михаилом Ильичем и до войны, и во время. Очевидно, что после ее окончания он долго не думал, чем хочет заняться. Мне предлагали начальником физподготовки Нахимовского училища. Это должность полковника. Я даже не подумал пойти. Я сразу знал, что я буду тренером. Только в Беларуси. Только я никогда не думал. Сколько у меня было предложений там поехать куда-то в другие страны, работать и в Соединенные Штаты в том числе. У меня никогда и мысли не было. А дальше спортивная карьера и огромный послужной список. Сотни учеников, работа в тренерском штабе сборной СССР по спортивной гимнастике. Он приложил руку даже к футбольному «Динамо» и сборной СССР по хоккею. И, наконец, участвовал в подготовке космонавтов. Всего уже и не упомнишь. Впрочем, точку ставить еще рано. Несмотря на то, что Михаилу Ильичу уже 95, чувствует он себя великолепно и до сих пор работает в родном университете, передавая буквально вековой спортивный опыт молодежи. Ну а нам остается лишь обозначить, что же ждет нас на предстоящей неделе. Конечно же, хоккей. Сборная Беларуси завершит групповой раунд чемпионата мира матчем с норвежцами. Но будем надеяться, что не завершит свое выступление на форуме. Футбол. 6-й тур чемпионата страны принесет дуэль борисовского «Батэ» и солигорского «Шахтера». Будет любопытно, ведь всего через несколько дней после этого соперники будут к тому же оспаривать Кубок страны в финальном матче. Участники гандбольного кубкового финала также скоро в очередной раз померятся силами. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова снова ждет в гости столичный СКА. Чемпионатная встреча в Минске, напомним, принесла победу армейцам.
Открытый чемпионат Беларуси по настольному теннису соберет в Минске солидных мастеров малой ракетки. Турнир входит в европейскую серию «Челлендж», так что в заявке полно представителей первой сотни мирового рейтинга. Лидерами белорусской сборной выступят Евгений Щетинин и Александра Привалова. Следите за важными спортивными событиями. Мы обязательно обсудим все уже в следующий понедельник. С вами были Кристина Момат и Сергей Канашец. Оставайтесь с нами и, конечно же, любите спорт, смотрите СТВ.